Высочайшая возможная стадия развития нравственной культуры – это когда мы понимаем, что способны контролировать свои мысли. Моршал Дашуг, мы рады приветствовать вас в эфире национального канала. Вы смотрите программу «Культура», с вами Элиза Барахоева. И вначале коротко о главном. Там столько боли, столько страданий. И видно, что человек не понаслышке знаком с тем, что он писал. По дорогам войны в Государственной выставочной галерее Республики Ингушетия состоялось открытие выставки репродукций живописи и графики из фондов Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств имени Андрея Ткаченко, посвященная 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В Ингушетии открылся второй в Северокавказском федеральном округе офис президентского фонда культурных инициатив. В ногу со временем библиотеки нового поколения появятся в сельских поселениях Алкун и Нестеровская. По дорогам войны в Государственной выставочной галерее Республики Ингушетия состоялось открытие выставки репродукций живописи и графики из фондов Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств имени Андрея Ткаченко, посвященная 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Экспозиция представляет творчество художников-фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, чья жизнь была неразрывно связана с историей той эпохи. Среди представленных имен художники Сундуков, Режштиев, Глуховцев, Третьяков, Половицкий. Их произведения созданы на основе реальных событий и воспоминаний, воссоздают дух военного времени, выражая эмоции и переживания тех непростых лет. Выставка дает возможность пройти по дорогам войны, увиденным глазами художников разных поколений. Она раскрывает творчество художников-фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, чья жизнь была неразрывно связана с героической и трагической историей того времени. Зрители могут лицезреть репродукции работ известных российских мастеров кисти, в которых запечатлены суровые будни войны, стойкость и героизм советских солдат, боль и горечь утрат. Мы ваши гости. Представляем музей изобразительных искусств имени Ткаченко. Я главный хранитель этого музея, главный хранитель фонда. И, естественно, участвую во всех этих программах, обязан участвовать. В связи с тем, что, наверное, развивается связь, сотрудничество и дружба между двумя республиками, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, вот эта выставка как раз говорит об этом самом, о нашем сотрудничестве. Потому что пора, как говорится, камни разбрасывать, но пора и камни собирать. Каждому в свое время, как сказал Экклезиаст. Особым акцентом экспозиции стали работы молодых авторов. Они говорят о войне через призму личных семейных историй, создавая современный взгляд в прошлое и формируя новые символы памяти. Их произведение – это своеобразный диалог поколений, отражение глубокого понимания значимости Великой Победы для настоящего и будущего. Передвижные выставки, они открывают жителям, в данном случае Республики Ингушетия, гостям, студентам, ученикам, туристам, которые по каким-то причинам не могут поехать в Кабардино-Балкарию, именно посетить Государственный музей изобразительных искусств имени Ткаченко, то придя именно в галерею Республики Ингушетия в самом молодом городе Сунжа, посмотрите, в таком замечательном зале открыта эта передвижная выставка. Во-первых, сама тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она открывает для молодежи, для взрослого населения, рангов любой профессии, маленькие фрагменты и даже эпизоды различных военных действий. Это и воздушный бой, это бой на морском флоте с помощью военных кораблей. Это, естественно, оборона сухопутной части, как, например, начинается картина с такого интересного по фамилии Третьякова «Защита Кавказских перевалов». Но если, конечно, даже мы спросим у нашего подрастающего поколения, какие, вы знаете, Кавказские перевалы, какие там шли военные действия, какие войсковые подразделения принимали участие, вопрос, конечно, останется, потому что в зависимости от изучения истории
как мы говорили раньше, СССР, сейчас Российская Федерация, история Ингушетии, в данном случае Республики Ингушетия, это открывает перед подрастающим поколением, что именно защита Отечества, это занимает в сознании, в этике, морали, так называемой, такую высоту, что сравнить с ней практически никакие другие ценности не могут. Посмотрите, перед нами два, во-первых, солдата. Они в полной военной экипировке, сказать нельзя, потому что у них элементы, которые говорят о том, что это кавказский тип воина. И висящий так называемый кинжал, естественно, бурка, каракулевая шапка и так далее, и сапоги. Все это говорит о том, что это житель именно Кавказа. И тем, в принципе, Третьяков интересен чем? Что это репродукция с его картины. Мы видим с вами не оригинал, мы видим с вами иллюстрацию в цветном изображении. И тогда наше зрительское восприятие все-таки говорит о композиции, о цветовой гамме, какая мощь у него, именно сжимающий кулак, и какая внутренняя сила защитить Отечество во что бы то ни стало. И это все для учеников. Рядом у нас с вами находится картина, но это у нас уже идет опять репродукция, но она называется не просто бумага, это с линогравюры, снятое, естественно, изображение. И в этом отношении, если даже вы ближе подойдете, вы будете думать, что хотел сказать нам именно автор Глуховцов именно в своей работе. Это тушь, графика, линогравюра. И в этом отношении эта линогравюра тонкая ствол маленького, ну так скажем, юношеского возраста, побег дерева, и дерево, которое уже, как вы чаще всего говорите, устарело, то есть оно старшее по возрасту, останется оно еще жить или не жить, еще под большим вопросом. И потом, когда вы заглядываете именно в Глуховцова, вы опять-таки вспомните замечательную работу Шолохова «Судьба человека». Человек, как мы с вами, он не вечен. У меня один возраст, а у вас другой, у него третий. А в картине все-таки мы видим с вами передача этих возрастных особенностей именно в линогравюре Глуховцова. А здесь у нас один главный персонаж, посмотрите, очень интересный, который так и называется «Бронебойщик». Но фамилия этого бронебойщика не указана. Это говорит о том, что именно человек, Глуховцов, художник, который, естественно, тоже делал это в линогравюре, то есть не на бумаге, и уголь, и пастель. Это репродукция, не линогравюра. И в этом отношении, как он действительно в одну минуту, единственная радость, что он живой, и он может именно эту сигарету закурить, дать себе покой перед наступающим боем. И все это в его чертах лица, в каске, которая у него на голове, естественно, полевой, естественно, обмундировка, которая, естественно, горящее пламя чуть-чуть поодаль, и впереди стоящее оружие. Говорит о том, что он готов выдержать все трудности, которые, естественно, у него идут. Опять мы видим с вами тушь, графика, но опять-таки это репродукция, но это линогравюра. В этом отношении, к великому сожалению, в Республике Ингушетия, где эта выставка открылась, к сожалению, таких мастеров именно в такой технике у нас, к сожалению, нет. И поэтому для пришедших в галерею посетителям будет очень интересно увидеть саму технологию в этой гравюре. То есть, если даже мы возьмем простое слово «линолеум», к примеру, когда дома мы делаем какой-то ремонт и так далее, и опять-таки, какой у него цвет, он подходит именно под ваши обои, когда мы говорим о внутреннем интерьере того или иного жилища, того или иного здания или того или иного строительного объекта. Но образ человека,
очень глубоко задумавшегося автора Глуховцов, а он называется, опять-таки, «Судьба человека». То есть он, видимо, читал Шолохова, и каждый раз этот образ, который у него возникал, потому что Шолохов пишет это словами, а линогравюра художник Глуховцов, естественно, пытается его переосмыслить. И слова он передает точной шифровкой в кисти руки. И опять-таки оно не держит золото, алмаз, бриллиант, оно держит атрибут Великой Отечественной войны. И глубоко задумавшись, он, например, вспоминает, наверное, всех тех товарищей, которые были рядом с ним, но их, к сожалению, уже нету. Другая работа, опять-таки, посвященная Великой Отечественной войне, которая называется «Отступают», потому что нужно, когда мы читаем о творчестве художника Сундукова, то получим, он заслуженный художник Кабардино-Балкарской республики, но не всегда советская армия во всех направлениях атаковывала и шла вперед. Иногда нужно было отступать. Но как отступать? С каким достоинством? Не оставляя на поле боя ни одного раненого солдата, пытаясь его донести до этого санитарного пункта. И, естественно, если он даже умирал при этом, другие человеки, который был с ним в любое время военных действий, то он слушал и говорил, что передать родному, матери или жене, а может быть ребенку. Если я останусь живой, я обязательно это передам. И он безукоризненно эту свою заветную мечту исполнял. Раненый солдат, смотрите, он перевязанный, а его несет тот, который, в принципе, еле-еле. Опять снаряд взрывается, опять он, другой солдат, в окопе чуть-чуть приподнялся, и он кричит «Вперед! В бой!» А рядом идет другой, который уже практически ничего сделать не может. Торжественное открытие выставки посетили представители власти, деятели культуры и искусства, старшее поколение и молодежь. Заместитель министра культуры Республики Ингушетия Бекхан Кадзоев поприветствовал гостей и зачитал приветственный адрес от министра культуры Республики Ингушетия, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выставка представляет большую художественную историческую ценность, позволяет зрителю глубже ощутить героический путь нашего народа в годы войны, сохранив память о подвиге предков. Пришло то время, когда нам надо народам Кавказа, и не только народам Кавказа, а вообще культуру в целом мировой соединиться воедино и впитать самое лучшее, самое благородное, самое наиценнейшее. И тогда мы будем процветать. Ну, второе, меня, вот я уже заметил, обрадовало такое прекрасное дизайнерское исполнение вашего выставочного зала. Я многое видел, но прекрасное, удивительное. Неплохая вот такая вот галерея образов, живопись представлена и портретами, и пейзажем, и графиком. Ну, мы привезли его, в свою очередь, я уже тоже хочу повторюсь, это на военную тему, это тема войны. Тема войны актуальна, к сожалению, и мы должны об этом всегда думать, не скрывая наших поражений, не скрывая наших каких-то неудач. Но у нас есть живые свидетели той великой победы в качестве. Это мой папа, который воевал, фронтовик. Кто же мне может сейчас доказать, что мы как-то неправы были? Вот примерно об этом я хочу говорить, об этих людях, которые на своих глазах, своими руками ковали победу. Выставка «По дорогам войны» – это возможность прикоснуться к истории, почувствовать ее боль и величие, отдать дань памяти тем, кто завоевал для нас мирное небо над головой. Экспозиция является значимым событием в культурной жизни республики и напоминает о непереходящей ценности мира и человеческой жизни. Мы пригласили к нам в студию директора Государственной выставочной галереи Республики Ингушетия Зарему Тумгоеву. Здравствуйте, Зарема. Здравствуйте, Лиза. Зарема, подскажите, почему выбор пал именно на сотрудничество с Музеем изобразительных искусств Кабардино-Балкарии?
Вот так как этот год – это год, посвященный 80-летию Великой Победы, и год, объявленный Годом Защитника Отечества, и 1 сентября празднуется День государственности Кабардино-Балкарской Республики, руководство Музея изобразительных искусств имени Ткаченко обратилось в наш адрес с инициативой провести в стенах нашей галереи выставку репродукций живописи и графики из фондов их музея, которую мы, соответственно, поддержали. Учитывая то, что работы, представленные в экспозиции, это работы художников, ветеранов Великой Отечественной войны, которые не понаслышке знакомы с этим страшным словом «война», это очень важно. И это делает очень интересно эту экспозицию. Ну, я считаю, что обязательно нужно посетить эту выставку. И там, в этой экспозиции, когда ты ее смотришь, эту выставку, там столько боли, столько страданий. И видно, что человек не понаслышке знаком с тем, что он писал. Мгм. А какие жанры, какие техники использовали в основном Ну, мастера? там графика, живопись. Но у нас представлены репродукции. Мгм. А насколько репродукция может все-таки заменить сам оригинал, да, само полотно, и насколько вот с этим были сложности, потому что непосредственно, когда картина в оригинале и репродукция, восприятие немножечко бывает разное. Ну, учитывая то, с каким интересом посетители слушали экскурсию, я думаю, что, в принципе, и фото, и репродукции передали Мгм. то, что может передать оригинал. Мгм. А на ваш взгляд, какие работы самые значимые? Там много представлено работ народного художника России Глуховцева Андрея. Иллюстрации к рассказу Шолохова «Судьба человека». Как мы все помним из школьной программы, там описывается судьба Андрея Соколова, который прошел войну. И, видимо, ему близок был этот рассказ, потому что там 7 иллюстраций у нас представлено к этому рассказу. Очень, там много работ, где прощаются родные с теми, кого призвали на Великую Отечественную войну. Эта тема, к сожалению, и сейчас актуальна, так как многие провожают своих родных на СВО, и, к сожалению, не все возвращаются оттуда живыми и здоровыми. Поэтому это очень... Сейчас ты на это смотришь, и, наверное, посетители будут не только думать о Великой Отечественной войне и о подвигах героев Великой Отечественной войны, но они будут и вспоминать специальную военную операцию, которая сейчас идет. Мгм. А непосредственно выставка рассчитана не только на взрослых, вы сказали, что там и иллюстрации к Шолохову, мне кажется, это вот прекрасное дополнение. Здесь широкий все-таки, к школьной программе. широкий круг посетителей, я думаю, рассчитан на широкий круг. Это и взрослые, которые изучают историю своей страны, но это и обязательно и школьники, и студенты, которые должны знать историю своей страны, должны знать подвиги героев, они должны знать, кто нам обеспечил наше мирное завтра. Мгм. А какая была реакция, первая реакция посетителей в лице молодежи и в лице уже более старших? Вот после открытой выставки экскурсию провела сотрудник музея Кабардино-Балкарского. И вот я смотрела, они с таким интересом слушали посетители, и дети, и взрослые. И после они отзывались, что вот пробирала до мурашек. Вот они слушали ее, смотрели на эти работы, и они чувствовали примерно, естественно, эту боль, эти страдания, через что вот прошли наши ветераны Великой Отечественной войны. Насколько вот молодежь тянется, посещает, есть ли обратная связь? Очень много посещений у нас и школьников, и студентов, и у нас там недалеко расположены 2 школы. И очень часто приходят школьники после занятий. Они заходят, смотрят, спрашивают, изучают. То есть инициативу проявляет, да, молодежь? Да. Несмотря на то, что тема тяжелая для восприятия. Здесь Тема речь тяжелая, не только но... о творчестве, да, но и смысловая нагрузка. Да, но есть учитывая такая. то, что все-таки они и изучают историю в школе, для них это интересно. Какие лекции, экскурсии, мастер-классы, возможно, проводились или будут проводиться во время выставки? Мы будем проводить экскурсии
для всех желающих, в том числе дошкольников и студентов. Насколько, на ваш взгляд, велик, весом вклад подобных выставок в патриотическое воспитание молодежи? Но патриотическое воспитание молодежи – это все-таки очень широкое понятие, и я считаю, что ключевую роль здесь все-таки играет Великая Отечественная война, тема Великой Отечественной войны. Они должны знать свою историю, они должны помнить всех, кто сражался. И поэтому, я думаю, такие выставки, они актуальны. Они должны видеть именно вот через призму искусства. Тоже должны смотреть на тему Великой Отечественной войны. Как долго продлится выставка? Работа выставки планируется у нас до 26 сентября текущего Включительно, года. да? Включительно. А далее что планирует еще Государственная галерея? В рамках 80-летия мы планируем проведение мастер-классов и викторин по Великой Отечественной войне. А что-то еще помимо данной темы будет экспонироваться в галерее? В настоящее время в галерее у нас функционируют такие выставки, как «Жизнь и творчество Хасолта Акиева», открытие которой состоялось 4 июня и приурочено ко Дню образования Республики Ингушетия. Это выставка на постоянной основе? Это выставка на постоянной основе, да. У нас функционируют временные выставки. Это творчество грузинского художника Дугладзе Вахтанга. Это «Ингушетия в красках» называется выставка. У нас древняя Ингушетия, очень интересная выставка. У нас там современное оборудование выставочное и очень хорошие витрины. И очень хорошо смотрится эта выставка. Очень интересно будет детям. И они приходят туда, дети, и смотрят. И там у нас представлено и оружие, представлены и наряды национальные, представлены и ювелирные украшения, изготовленные для нашими мальчиков, мастерами. для девочек. Да. Но на самом деле, вот я вижу, кто приходит, они с интересом наблюдают, бегут от одной витрины к другой. Поэтому, видно, что интересно. При поддержке главы Республики Ингушетия Махмутали Макшариповича Калиматова нам установили просто потрясающее оборудование, и экспозиционно-выставочное, и для фондохранилища оборудование. И поэтому сейчас просто, я, к примеру, прихожу на свою работу с удовольствием. Я захожу и вижу, как красивая галерея. И мне хочется, чтобы все гости и жители республики это видели. Здорово, отлично. Спасибо вам большое, удачи в работе, всего самого доброго. Спасибо и вам, Элиза. А я хочу пригласить всех жителей и гостей Республики Ингушетия на выставки в Государственную выставочную галерею Республики Ингушетия. В Молодежном театре Ингушетии стартовал капитальный ремонт. Глава региона Махмудали Калиматов уделяет особое внимание развитию сферы культуры. Модернизация культурного объекта проводится в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», инициированный президентом России. Объект является переходящим, он будет сдан в эксплуатацию в 2027 году. Обновление здания решит главную проблему театра – отсутствие собственной полноценной сцены и зрительного зала. После реконструкции учреждение получит современную сценическую площадку, просторный зал, гримерные, цеха для костюмов и декораций и многое другое. Театр станет современным и комфортным. Молодежный театр – это не просто сцена и стены, а центр культурной жизни, место, где рождаются новые таланты и бережно сохраняются традиции. В его репертуаре более 30 спектаклей по произведениям русских, зарубежных и ингушских авторов. Только в прошлом году было проведено 42 мероприятия, которые посетили почти 13 тысяч зрителей. В ногу со временем до конца сентября в сельских поселениях Алкун и Нестеровское Сунжинского района откроются модульные библиотеки нового поколения. Ранее модернизация учреждений была проведена в предгорных населенных пунктах Алхасты и Мужичи, сообщил в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмудали Калиматов. Это означает, что доступ к информации и знаниям станет гораздо шире. В новых библиотеках можно будет не только читать, но и работать, смотреть фильмы, участвовать в мастер-классах, лекциях, семинарах, курсах компьютерной грамотности и языковых клубах. Фонды библиотек обновятся, а сотрудники пройдут специальное обучение. Помимо этого, жители сел получат доступ к обширным электронным базам данных, цифровым коллекциям и онлайн-сервисам. Махмудали Калиматов отметил, что будет обеспечен бесплатный широкополосный интернет для всех посетителей, включая туристов, путешествующих по маршруту Джейрах-Магаз.
Эта работа ведется при поддержке федерального центра и является частью нашей общей стратегии по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Мы стремимся стимулировать творческий рост молодежи и повышать интерес всех жителей к культурной жизни Ингушетии. Уверен, что обновленные библиотеки станут настоящими центрами притяжения для людей всех возрастов и интересов, подчеркнул руководитель субъекта. В Ингушетии открылся второй в Северокавказском федеральном округе офис Президентского фонда культурных инициатив. Это 27-й офис в России и второй на Северном Кавказе, что говорит о высоком потенциале нашего региона. Торжественное открытие состоялось в Назране, в центре «Мой бизнес». На церемонии присутствовали генеральный директор фонда Роман Карманов и председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Новый офис – это центр поддержки творческих идей и проектов. Здесь предприниматели, представители НКО, бизнеса и муниципальных учреждений смогут получить консультации и обучение по социальному проектированию. Это мощный импульс для развития культуры и искусства в Ингушетии. Председатель правительства Владимир Сластенин отметил важность этого события для республики. Открытие проектного офиса создает новые перспективы для развития культуры и искусства региона. Мы рассчитываем на реализацию перспективных и инновационных проектов. Важно отметить, что Ингушетия активно участвует в проектах Президентского фонда культурных инициатив. В рамках визита генерального директора фонда Романа Карманова в наш регион состоялась встреча с авторами творческих проектов. За 15 заявочных кампаний от Ингушетии поступило 119 заявок, из которых 10 проектов стали победителями, получив поддержку на сумму 19 миллионов рублей. Еще 15,5 миллионов рублей авторы проекта вложили в качестве софинансирования. Наш регион занимает 6-е место среди регионов Северокавказского федерального округа и 85-е место по России по количеству поддержанных проектов. Это достойный результат, демонстрирующий активность и творческий потенциал республики. Глава Ингушетии Махмудали Калиматов отметил важность таких инициатив для сохранения культурного наследия, укрепления социальной сплоченности и воспитания патриотизма. Напомним, что соглашение о сотрудничестве между правительством Ингушетии и Президентским фондом культурных инициатив было подписано еще в июне. Роман Карманов, генеральный директор фонда, также подчеркнул высокий интерес Ингушетии к творческим инициативам. Офисы открываются только там, где есть высокая заинтересованность региона. Он выразил благодарность в адрес главы республики Махмудали Калиматова за внимание к творческому сообществу. Ингушетия – регион, где создание возможностей для реализации жителей и развития культуры являются приоритетными направлениями, отметил он. Такова была картина культурной жизни региона за минувшие 7 дней. Спасибо за внимание. До встречи на Национальном.